Бзерашыма телехопшца, аусура яцнызы дапсу телехопшыра пресс-центр. Ойшпе минут корзейши яшу эфира чхаку папсу телехопшыра каналыджы. Бзелаши абейц коллегацу табу пам тапшаны ихя шахим яхыцыз, ехепе пресс-конференция шизара квартак гайдзойт, афончыц акала кяхада Феликс Тарасипа Даутия. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Сегодня на наши с вами вопросы ответит глава города Новый Афон Феликс Тарасович Даутия. Феликс Тарасипа Бзелаши абейт. Ашукс ахыркушамта, айхшалы куйрамтуп, традициялам, шерге, хымпада ари ашуксалка аквакаштар хтахуп, и заипшраз шерашцы юнеске жадби ашукс хатала, шерашукала кез ярбанулс шоко, зыцбух шхаршилшу. Я шатшкана хакала кезехана, срасквяна год, жадби ашукс харамамка еситха. Я шатшкана хакала кеширдуровш курорт калакю, рабхедзер гылана ашукс жадби хантала инаргна, шазыqahtsun, ve шазыqatsар хақутсынги хақатсымыз. Я шатшкана асысша пшетша хашқими хозо, и взина харплорат, ягу ябзоза якала кеча. Айташи перговорзана. Облизан, соскуяна год, я халшу за гахцит, вы сарасамат сарасакум, администрация хамацрак, вы ракала керуба сафони алхузаге. И рушу qalцит апшетша, хакала гечим хозо, и ими хозо и пхамшаку иртворат. У вас якон хасаскуяна. Иха интканы, хымпа дахала шажует пресс-конференция хауку иртагдзына, макяна за исышто заралшара и растует азин с коллегой цвазар тирдепш. Анжела Бушуберетас. Город Новый Афон, туристический город, и мало кто из приезжающих в Абхазию уезжает, не посетив этот город. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то статистика по результатам курортного сезона? И какие вот данные у вас есть по посещению Новоафонской пещеры и других объектов? Ну, знаете, если взять такую статистику, например, сколько человек посетило Новоафонскую пещеру в целом, если сравнить с прошлым, 17-м годом, конечно, мы отстаем на целых, наверное, 45 тысяч, если я не ошибаюсь, человек. А так вот, по посещению в город, я считаю, что в целом сезон был нормальный. В целом сезон был нормальный. У нас более 2000 койко-мест в городе. Фактически, в начале, конечно, в связи с чем я не могу сейчас точно сказать, кто-то это связывает с чемпионатом мира по футболу, который проходил в России, тем более в Сочи. Ну, я думаю, все-таки в начале, конечно, особо не радовал сезон, но в июль, август, сентябрь, я считаю, что очень даже нормально было в городе. Фактически все гостиницы были, можно сказать, заполнены. Ну, одна единственная есть проблема, конечно, ценовая политика. Афонцы, как никогда, в этом году снизили цены на гостиницы, если можно так сказать. А в основном, чтобы вы тоже понимали, отдыхающие бывают каждый год, которые приезжают. Те, которые каждый год приезжают, мы уже, знаете, даже их в лицо знаем. Порой многие путают местные или, опять-таки, они отдыхающие. Есть люди, которые с семьями каждый год приезжают. И, естественно, эти люди не всегда идут в пещеру, потому что они это видели. Им не обязательно каждый год приезжая смотреть эту пещеру. Конечно, они идут в монастырь, в другие, если можно так сказать, гастропримечательские города. Ну, в основном, многие не идут в пещеру. А так в городе, конечно, очень много было отдыхающих. В целом, если мы говорим о тех отдыхающих, которые как бы остановились в городе и жили, например, в гостиницах, в мини или больших гостиницах, но есть еще, которые мы фактически, можно сказать, не ведем никакого учета, которые отдыхают просто частным образом. Частные домовладения тоже люди сдают, конечно, свои дома, свои квартиры. Ну, учет вести и как-то, знаете, вот обязать их налогом, мы это не можем. Раньше этим фактически занималась квартира-посредническое бюро. Фактически она сегодня не то, что у нас, по-моему, она особо нигде не работает. Спасибо. Вот да, коллеги. Саид Барганджи, Абхазское телевидение. Вот я так понимаю,
исходя из вашего ответа, в любом случае уровень потока туристов в Новый Афон падает. Это правильно? И если Нет, это... я это не сказал. Наоборот, фактически, вот я еще раз говорю, вот если сравнить с позапрошлым годом, я даже сказал бы, было лучше. А тогда с чем, по вашему мнению, связан тот факт, что многие гостиницы были вынуждены снизить цены на свои Но услуги? вы поймите, что отдыхающие тоже не совсем богатые к нам приезжают. Просто мы сталкиваемся с теми моментами, что люди на самом деле просят, чтобы снизить цены. У них тоже возможностей особых нету. Исходя из этого, например, частные гостиницы, фактически государственные в городе нет, они идут на уступки. Они заранее уже, понимаете, выставляют. Сегодня, слава богу, работает интернет, заранее опускают цены, чтобы поток туристов был. Ну, не тот турист, опять-таки, к нам едет, который на самом деле имеет большие возможности. Чтобы вы тоже Простите, поняли. можно еще уточнить? Вы сказали, в Афоне 2000 койко-мест, имеется в виду в государственных объектах. Нет, да? это все Вот этот частное. У момент. нас государственных В целом, объектов, да? Да. Это все частное. Ну, Новый Афон действительно уникальное место. Ну, как вы отметили, многие туристы, которые уже приезжают много раз, они в пещеру бесконечно ходить не будут. Вот есть ли какие-то планы по увеличению каких-то объектов, привлекательных для туристов в городе? И еще заодно вот такой вопрос. Новый Афон – самый маленький город в Абхазии, 1500 населения. С другой стороны, вот звучали такие предложения, причем не в Новом Афоне, я это слышал, а в Сухуми, что почему бы ему не присвоить такой статус первой столицы Абхазии, Абхазского царства. Вот такие мысли у вас обсуждаются, и есть ли планы такого рода? История такова, на самом деле, Афон, как старая Накопе, она являлась исторической столицей Абхазии. И мы хотим, конечно, статус исторического города, конечно, сохранить. Даже вот было предложение депутатов городского собрания, а также художников, которые работают в городе Новый Афон и живут, это в лице Надара Цвижба, в лице Руслана Пандари и тому подобное, предлагали построить даже памятник Леону, который как бы именно Леону II. Ну, конечно, на это есть определенные проблемы, которые мы как бы не можем пока решить, но это все в плане. Какие-то еще объекты? Ну, пока, знаете, вот именно город, как вы сейчас подчеркнули, город сам небольшой. Пока как бы таких есть, у ребят как бы есть в плане как бы новые маршруты, скажем, за пределы Афона. Это в Афонскую гору, близлежащее село Анухва. На самом деле в Афоне, хотя город маленький, около 100 историко-архитектурных христианских памятников. Но также вот близлежащее село Анухва, там тоже очень много таких христианских исторических памятников. Конечно, надо создавать новые маршруты, чтобы отдыхающие, гости, которые будут приезжать в наш город, имели возможность не только крутиться вокруг города, а выходить за пределы города и смотреть те достопримечательности, которые существуют в тех близлежащих селах. Спасибо. Да, коллеги. Вот когда возникла проблема с предоставлением автокефалии Украинской церкви, почему-то у некоторых возникли такие мысли, что из-за ограничений в посещении русскими паломниками Старого Афона все рванут в Новый Афон. Была ли такая ситуация? Вы что-то Если честно, наблюдали? мне хотелось бы, чтобы такая ситуация была, чтобы все на самом деле рванули бы в Афон, но такого, если честно, нет. Ну, я бы сказал, при всем при том, вот есть определенная проблема и с нашим монастырем, вы, наверное, знаете. Но абсолютно паломников, отдыхающих, все вот эти моменты, интриги не останавливают, слава Богу, они посещают, и за что им большое спасибо. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы?
Да, пожалуйста. Скажите, в рамках инвестиционной программы содействия развитию Абхазии проводятся какие-то строительные работы на территории города Новый Афон в этом году, ну, в рамках этой Да, текущей программы? Если нет, то планируется ли включить в другую программу что-то по Новому Афону? Ну, если это, конечно, лично от меня и от жителей города Новый Афон зависело бы, конечно, есть такие объекты, которые не то, что надо было вчера, их надо было еще позавчера включить. Главные проблемы, знаете, вот хотелось бы озвучить, я правда, это не раз озвучивал, мне даже, знаете, порой неудобно, как обсуждать. Есть определенная проблема, конечно, с водой. Есть определенная проблема с водоотведением, то есть с канализацией. Есть проблема с больницей, то есть с поликлиникой. Есть проблема с домом культуры, который фактически у нас, можно сказать, нет, стоит каркас. Одно единственное, что мы смогли сделать, вот кровлю накрыли, да и все, чтобы хотя бы само здание как-то сохранить, это своими силами то, что мы смогли сделать. Очень много проблем. Проблема с библиотекой, проблема с дорогами, с тротуарами. На самом деле город не бывает маленький, большой. Те проблемы, которые в любом городе существуют, эти проблемы существуют у нас. Ну, сегодня, слава богу, у нас в городе строится новый детский сад. И вот в 2019 году, как бы по комплексному плану, они должны совершить. Сегодня идут там внутренние отделочные работы. Очень, я бы сказал, профессионально работают. Спасибо подрядчику, спасибо строителям, которые на самом деле непосредственно занимаются этим объектом. Садик будет на 100 мест, чего на самом деле не хватает сегодня в городе. У нас один садик, который сегодня действует. Если дополнительно еще 100 мест мы получим, конечно, это не только вопрос города будет решен, я думаю, и близлежащих сел. Феликс Тарасович, раз уж мы заговорили о проблемах, год назад в одном из ваших интервью вы говорили, что канализационная система Нового Афона устарела и нечистоты попадают в очистные сооружения напрямую в море, реку и так далее. Возникали ли какие-либо проблемы, там, связанные с отравлением населения, может быть? Как вы боретесь с этой ситуацией? Нет, я не сказал бы, что, если честно, там с отравлением я точно никого не встречал, но это определенная проблема, конечно, очень серьезно существует, и она глобально стоит, если можно сказать, перед городом. Как вы сегодня боретесь с этой проблемой? Ну, фактически, знаете, вот мы сами своими силами это никак не сможем сделать. Мы писали, не только я, вместе с депутатами городского собрания, с председателем собрания, мы не единожды раз выходили к президенту, правительству, говорим о этой проблеме. Эта проблема, знаете, сколько людей сегодня приезжают в наш город, и не дай бог, если кто-то это вообще увидит, это сумасшествие какое-то. Этот вопрос надо срочно решать. Одна единственная моя надежда, что ее включат в комплексный план развития Абхазии насколько знаю, на 3 года. Я думаю, с 2020 года этот вопрос все-таки не поставят. И это, знаете, колоссальный труд. У меня, слава богу, есть хорошие сотрудники, начальника МУП, ЖКХ, которые непосредственно 24 часа, можно сказать, этот человек работает. Также начальник ЖКХ, непосредственно, который руководит уже несколько лет, начальник электросети. Одна единственная, знаете, чему можно сказать, что я лично радуюсь, что не было такого, что кто-то без воды или без света, без мусора и тому потом. Слава богу, люди исправно исполняют свои обязанности. Сегодня, наверное, меня и афонцы услышат мой разговор. Я думаю, что они скажут: Феликс, может, обманываю, не знаю. Но на самом деле так оно есть. Без воды, без света точно никто не сидит. Спасибо и работникам Афонской больницы, которые обслуживают карету скорой помощи, нашим медсестрам. Да, спасибо, конечно, всем, которые, не имея ничего, можно сказать, трудятся днем и ночью. Во благо города, во благо жителей нашего города. Спасибо за ответ. Да, пожалуйста. Шазинам Джабхабс радио. Ашук сайх шала квартанах конкретно лайсахарстахан, а проблема ко янхаз наски шершкwana гарала ихцера косан биашукс я жад биашукс ихцера кошмас афони кун хвапсра социал таглазаша их празхан ихацо. Ну, бьяхша Аллах нас уже обриш шпашу схора. Жад би ашук сазух на бары инхазм шквакроп.
иуҳәаратәы бас иразнагалак иҳаршеит абиашықәс иалагӡаны ҳауҳәар, уи амц сҳәоит, сеилышәкаар сҭоуп абиуџьеҭ ҳәагьы аҳәара иашам, сара сметак аҳасабала араионаҿы салоуп, инижәааба миллион рҟынӡа итәоуп са сысмета. Уи азарплата, уи абри ҳазлацәажәо аусқәа зегьы убри ала иҟаҵатәуп. Уи нас ирацәоума, имаҷума, уи сас икономистцәа иалацәажәо. Аха нас урҭ ишԥашәасҳәара, агьыс нас даҽа цхыраарак ҳамаӡам. Даҽа цхыраарак иҳәап, нас аҳәынҭқаррагьы нас маӡақәак макьана амч амамзар ҟалап, нас агәыӷра ҳамоуп абри акомплексный план иарбаны гьынабад иҳагу. Ишԥаҟаҳамҵо ақалақь иҟаҳҵо рацәоуп. Аха абас улаҿ иааиратә макьана ус иашазыҳәан иуадаҩуп аҳәара, абас абри иӷәӷәаны иҟаҳҵеит. Ахәыҷқәа рзыҳәан иҟаҳҵаз рацәоуп, сеиздыруам. Ашкол хазына ҳамоуп ақалақьаҿы, убра ауаҩԥсы аспорт аганахь илазхы ихо изыҳәан азал хазына ыҟоуп. Иҟоу бзиоуп, ишыжәдыруа еиԥш ақалақьаҿы аӡхырҽарҭа аҭыԥаҿ убас иеиҿкаау рацәоуп. Амузеи хазына Алхас ргәы ниртны имоуп, азаповедник акәзар даара џьабаа рацәоуп. Ақалақьаҿ узигәырӷьаша улаҿ иааир иубаратә иҟоу рацәоуп, аха иҳагугьы даараӡа ирацәоуп. Ԥаҟьа сызлацәажәо даҽазнык алацәажәара сҭахӡам. Избанзар са сызлацәажәо ҳаз зегьы иаҳдыруеит ари апроблема ақалақь ишықәгылоу, сара ишыздыруа еиԥш абри афон зегьы ирдыруеит. Аха уи ҳаргьы иҟан уҩызаамҭагьы ԥарак еилаҵаны акы ныҟаҳҵақәоз, сеиздыруам атрубак џьара ақалақьаҿгьы аԥара анеизааигәаз ыҟан. Саргьы исгәалашәоит, саргьы аԥарала еилаҵаны ҳаныс. Уи ҳара ҳапроблемақәа ҳаԥхьа иқәгыло аҳәап, абри аканализациа аганахьала. Абри ҳара ҳбиуџьет инижәааба миллион ҳаиҳамоу, убрахь идәықәҳҵар уигьы зхаӡом. Абас Сбашьас иамоуи. аицхыраара, аҳәынҭқар иашаҵәҟьан нас иҭарагьы исҳәоит, ҳаз зегьы ҳара ҳбиуџьет ианаламшо, иҟоуп абри комплексный план ишадырбо, ацхыраара нахьынтә иаауоу, Урыстәылантә иаауоу, убас акала иҭашьақәмыргылазар ҳара иаҳзеиҿкаазом. Зны-зынла иашаҵәҟьазар, заҟа исҭаху жәдыруа абри акультура хан ҳаиҳамоу ақалақьаҿы. Абра Аҟәантәиума, Гагрантәиума, Гәдоуҭантәи ахәыҷқәа роума, адуцәа роума иааины аконцерт иқәгыланы, ҳақалақь уаанеины, ҳахәԥса шәатәызаргьы шәаны иҩнатәаны убри аконцерт рбо, атеатр иахәаԥшуа. Ауаа нас хәҷык абри ҳапроблемақәа рацәахашәа иҟалан, акы ҳахьымӡошәа ҳбоит, иауеи хәымҽханума, шьыбжьонума, уаҩԥсы днеины атеатрк ибар, кинок ибар. Убригьы авозможность ҳақалақьаҿ иҳамаӡам. Уигьы сара шықәсык акәӡам, ари салацәажәоижьҭеи икаамеҭ. Аха иахьа-уаҵәы абас Иааиуа ашықәс азыҳәан планқәак шьҭыхны ишәымоума? ишԥаҳамам, иҳамоуп, абри саазлацәажәоз зегьы, саазлацәажәо апроблемақәа зегьы иааиуа ашықәс азы даара гәыӷра сымоуп, абри зегьы ӡбахоит. Убас ҳгәыӷуа ҳаауеит, есышықәса саргьы исцәуадаҩуп абас ацәажәара, есышықәса раутәаны абри апроблемақәа, абри апроблема уаҳа изымӡбо, абас асцароуп, апроблема ӡбахароуп убри. Табу? Мадина Чагава, Апсна Пресс. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с трудоустройством населения? Вот знаете, это когда говорят о трудоустройстве, на самом деле главная моя задача, конечно, у нас фактически нету таких объектов, понимаете, что государственных. И мы по большому счету уже ничего не строим. А как трудоустроить население? Главная моя задача, когда строят гостиницы, бывает и афонцы строят, бывает сухумчане, гагринцы, разницы для меня нету, по большому счету, мы все с одной большой страны, с одного государства. Но есть определенные моменты, когда мы делаем ставку на местных жителей, на местную молодежь. Человек, скажем, построил гостиницу или какой-то объект, да, нуждается, скажем, в бухгалтере и тому подобное, там, юристе. Мы обычно просим у этих наших, опять-таки, предпринимателей, чтобы они в первую очередь как предпочтение сделали на афончан, если можно так сказать. Спасибо. Да, пожалуйста. В конце 80-х годов, помнится, был такой проект в позднесоветское время по прокладке канатной дороги на Псавскую гору, где вот эта крепость, и были протесты, в том числе, я помню, покойный Гивис Мыр там объявлял голодовку. Сейчас в независимой Абхазии вообще к этому вопросу никто не возвращался. Вы знаете,
Это первый вопрос. Да. Второй. А, куда вывозится мусор из Нового Афона? На какую свалку? Все, я понял. Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос канатной дороги, конечно, буквально в мою бытность этот вопрос поднимали. Были люди, которые были заинтересованы в этом, вложить большие суммы денег. Но есть определенная проблема, знаете, жители вот города особо не имеют желания вот именно видеть эту канатную дорогу, ну, в направлении, если можно, на Копийской горы. Ну, предлагали разные варианты. Все-таки, я бы сказал, вы знаете, горожане не согласны. Хотя мы все понимаем, что это опять-таки дополнительный доход в бюджет города. Ну, есть пока определенная права. Есть желающие. И на сегодняшний день я знаю, что есть А желающие. с чем это нежелание связано? Ну, знаете, вот именно что канатная дорога, все-таки это огромные столбы, сама канатка, и сам трос и тому подобное. Не хотелось бы, они говорят, именно, чтобы закрывала Ивельскую, как бы, Накопийскую гору. Все-таки я лично смотрю это как на святыню, не знаю, кто как это понимает, как на это все кто-то смотрит. Ну, есть вот такая проблема, если честно. Ну, этот вопрос, если даже встанет перед городом, если реально вопрос, я думаю, только через референдум. Надо проводить в городе референдум, кто за, кто против. И вот таким моментом, если можно так сказать. Ну, мусор, к сожалению, как вы знаете, мы обычно вывозили мусор в Гудаутскую свалку. После того, как закрыли Гудаутскую свалку, было время, мы вывозили в Сухум, потом в Гурыбш. На сегодняшний день мы вывозим мусор в Гагу. Такая ситуация. В городе, к сожалению, город, как вы знаете, фактически там нету такого определенного, даже не могу придумать, куда можно было сложить этот мусор. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Можно, вы знаете, все-таки я бы хотел уточнить по поводу паломнического туризма, о котором в Абхазии очень много говорят. Да. В частности, Афон богат своими святынями, и это туризм, который позволяет привлекать людей не только в летний период, но и в течение всего года. Скажите, пожалуйста, вот у Афона есть, возможно, какая-то конкретная программа по развитию именно паломнического туризма, потому что особенно в большие христианские праздники вот эти вот святыни в любом случае бы привлекали очень много людей, и была бы возможность заработать деньги и зимой тоже. Я бы сказал, знаете, вот дороги открыты для паломников. Тем более в Афон, в Анухву. Вообще нету, наверное, определенного какого-то вот, я не знаю, преграды, чтобы паломники не приехали бы в Абхазию. Тем более в Афонский монастырь. Тем более в храм Симона Канонита и тому подобное. Вообще никаких проблем нет. Мы наоборот, знаете, вот чтобы вы понимали, мы обычно разговариваем с жителями Афона. Слава Богу, они всегда с пониманием к этому относятся, как себя вести и тому подобное. Слава Богу, они и так знают, как себя вести, тем более с паломниками. Вот многие там, знаете, порой говорят, мне кажется, неправду, когда говорят, что кто-то поднялся в монастырь, что его там поругали и тому потом. Есть, конечно, провокаторов, очень много приезжают. В целом, слава Богу, для паломников у нас всегда все двери открыты. Тем более монастырь. Нет, мне вот было интересно именно с точки зрения пропаганды паломнического туризма. Вот есть какие-то проекты, которые... Есть определенный сайт, вот, наши депутаты непосредственно, которые занимаются этим вопросом, работают конкретно над этим вопросом. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Не к вам вопрос, но вот по поводу храма Симона Канонита, который закрыт Да. Когда, какова судьба этого храма? Вы знаете, я буквально ставил этот вопрос, когда был премьер-министром Барцец Беслан Константинович. Как раз-таки в канун Дня Симона Канонита мы очень просили, чтобы хотя бы косметический ремонт, хотя бы, чтобы можно было зайти и именно вот этот праздник провести внутри этого храма. Ну, пока, как бы, я думаю, что этот вопрос, очень мы надеемся, опять-таки мы этот вопрос как бы не сняли из повестки дня, если можно так сказать. Мы просим, опять-таки просим, чтобы к будущему празднику Симона Канонита, чтобы все возможное сделать, чтобы праздник провели именно в монастыре.
монастыре, говорю, я извиняюсь, в храме Симона Кананита на территории водопада. Вы знаете, мы порой вот, мы все верующие, как бы, знаем, может, по-разному все верим, но опять-таки, что такая святыня, как храм Симона Кананита, закрытый, и сегодня вообще никто туда не ходит, это тоже, наверное, не совсем хорошо в целом для нас, и я надеюсь, что услышат. Коллеги, есть вопросы? Феликс Тарасипа. Серёг. Тыладжы, ей уйпшима район кырджы, акалайк кырджы, хымпады иратшы зоп, турых культура тунхаква. Чедала афунчац, урт мачца. Умак цом, чавера кварачадзины из хылчья, за фунчац иго турых культура тунха, ядхала за чавера ква, ярейз и хапиантаз из ипшо это глазаща, иго шоко это глазаща, хоть общала чаверстаху. Ну, уже تراجع جسنا صار شو حصل شو تتنشت صارت سكلاد حقيقة زوب ياشس حنا سوا Ахайта шукургылара тусура кайрылагахан. يشوف بجو ياشنا يشوف أيت شكرغلارا أبري درا проект парху культура Министр, турых культура культура министр Ахчера Ганахила Батал Самсони Пагубахия изинала проект нападзию пиханзаздро айте шукургара ускуме песот абри ахахера ядзеги акпе этаж наштырхлагамыштыхы ядзыны ярашыгызып шабас айте шукургара وينس خشيكي وديو بياشت خنا خاحمني شيك وزيك بترجيها يرى يزرقوا أشكون يخاش قيقيد وبيزي يشوص. Вы в Ростове пейджера специалист يا ويا حرا специалист в обсны излшо докозерге голод винес ханас яри травишлаги вы ара хучик и сроду хайкалаба бас в Ростове ты знапа ахахвстарадыр убатагды чацлый кусут хабас агуга хайтид яшано сегис куяна гунас ярана сали асфавера по холом тшигамам из банзара хара акалаки администрации яра бре ататына склад хачуй зайгу حالي شبوزي كحد ياشت حد ويقول نمرخل سيغلو ما هو يرجع يزرقلو زياق زمرقلو يشرب يسخروا يرا проекти شدربازاكم كوخشيكي лагани قرصي تستنكم كحشة هيموت نسوي شو غيري لمكالا وسي يبيرغاري تخون حيال شو تويز الشقم مس شاسحود حرواح شقلو زي قويتو بيو بحالا زي حسكو السرحو Афонджец хтуладжа зиграста ицкю акалкиква акалкиква хагис хадум калакюб гуана гарашук кылахит аважларжа акы ишпалыршаху абас иснаг атейтыпш пшзадзайц кядзам агацара ибахаз дарадза ихаду атыпын пиауапсыр акалакю апсыр шари шеймадара акыр абхар ацупха гуана гарашук кылахит ишпашул фыршобри рыбус кайлагцара. Ну и спасибо, era أبي أكله كي حجرا نروح وسرقيانا وزغلاب نسحري حلشوك شباقة ما خناس در أكله كي عفون وينس رزقي أبسنا كلاك يقوز يوس يقوب زكلك بزيزن بوي دقم زغلاب عفون أكله شو ركلك يزغو بياشت شون بزير بود ونرزعو بزير بود ونراتشرو درجي ياشو شصحب دشقشي كده بكرم زغلاب دشقشي بدار ركلك بزير بود يتكازر الطوب شما خمسة ياشو شصب سرافون وبيأكلك عسكر جانا خلا проблема كحمد ميخك زال قاكت بخدزة دوسيل شغل زغلزو دراكلك يالانخو يدولس نرينا بخير بسوزر عمي جاكايزر يشتري خوزر وخو ياشو شغلنا ناس جر لامبочка بسرجة يساسود ناس أكلك يخشمي حيما يلزم على زرغلاب بس سيزدرو مدرجة قن سرخيت حسبهم سرجة يكون مدرك سيم حسوس سيزلار تحوس زدرو بس فحاوت مجانا Ажакала учер, что бзию бегертакала и район козигерзе. Бряла и харкшует пресс-конференция хам тегицет и табу с коллегача мам тапшаны шахем яхлыцыз и табу бихакоп шузыге Феликс Тарасипай
تبو بام تبشانة شو خير تابو جاكس حرس تقن سرجزين سش خم هذا شو بالشارع بلاش كشت سوما كان نمخدم سخاك روبين خاز حبسنا جل زيجي يلدسنا عودا وبزير أقوامش أقوام صراك برد حرك وآخر يحققن عمن شو على سيز دروما عمال رمنا وبزير رزاس زيجي لحشة بس يقيزات فرقيش عنا بزيل شنيات لمكالة بتحجل رخصنا عفونا على شخص خنا خنش عنا بزيل فين يشتاد وبزير أقوامش أيلي بقى رقوب أيلي بقى الحمون في حد شو مرز يتابو أكري بصح تري خوش تسا بريالي خبي حبريت كونفرنسيا خرق شو بيتابو بحاقب شو زيكي ياي وحق شو رقنزم أبزيرس